Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Настало время сделать новый выбор. Даты проведения досрочных выборов глав 2 районов объявили в республике. Ужин, ночлег и стоянка для автомобилей под видеонаблюдением. Новая точка придорожного сервиса открылась на федеральной дороге Колыма. Силовые и кардиотренажеры на все группы мышц. Арктические районы Якутии получат спортивные площадки для выполнения комплекса ГТО. Малая авиация позволила увеличить объемы доставки продуктов в арктическую зону Якутии. В поселке Усть-Куйга Устьянского района открыли торгово-логистический центр Якут-Оптторга для хранения продуктов питания. Центр будет снабжать продовольствием всю Янскую группу районов. Поставки из него будут идти в 14 населенных пунктов. С новой схемой завоза продовольствия доставляет в 42 труднодоступных села арктических районов. Раньше доставляли в село в 19 наслегов, из которых в 14 вертолетом и в 5 с помощью вездеходной техники. В ближайшее время использование малой авиации планируют дополнительно рассмотреть с участием всех заинтересованных ведомств. А с сегодняшнего дня в Якутске начали мониторить ситуацию на паромной переправе. Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев отметил, что рабочая группа будет отслеживать обстановку до 25 октября. С 20 ноября по маршруту Жатай-Кихтюр должны начать курсировать ледоколы. С 26 ноября предварительно откроется автоземник республиканского значения Хатас-Павловск. Однако в нашей республике все зависит от погодных условий. В Хангаласском районе строят здание скорой помощи. В городе Покровске работы ведет компания «Сибстрой» по финансовому лизингу. То есть заключен договор с Хангаласской районной больницей на 3 года. В течение этого периода медучреждение за счет средств ОМС вносит платежи согласно утвержденному плану. По проекту новое здание скорой помощи должно быть двухэтажным. Общая площадь 80 квадратных метров. Стоимость строительства 12 миллионов рублей. В данном году, в сентябре этого года, в нашем районе начато строительство здания скорой медицинской помощи. Здание строится по лизингу компании ООО «Сибтрансстрой». В здании будет располагаться гараж на 2 машины и на 2-м этаже пульт. На этой неделе ожидается поставка материалов по внутренней отделке здания. И до декабря, срок у нас до декабря, ожидается уже ввод здания в эксплуатацию. В этом году 137 медиков республики поедут работать в сельские учреждения здравоохранения по программе «Земский доктор». Преимущественные квоты предоставили для арктических районов республики. Из общего количества земских медиков 84 специалиста отправятся работать на арктической территории. Отметим, что категории медработников в этом году расширены. Более того, с этого года возобновили программу улучшения жилищных условий. То есть земские врачи до 40 лет имеют возможность получить дополнительную денежную выплату для приобретения благоустроенной квартиры. Врачи до 40 лет, прибывшие, переехавшие в арктические и северные районы нашей республики, имеют право участвовать параллельно в программе обеспечения жильем медицинских работников. Программа предполагает предоставление социальной выплаты в размере 50% от стоимости типовой однокомнатной благоустроенной квартиры на приобретение жилья с условием обязательной отработки в медицинской организации в течение 5 лет. На сегодняшний день показатель эффективности реализации федеральной программы как земский доктор и земский фельдшер всего заключено 16 договоров. Из них с врачами 11 и 5 фельдшеров. Даты проведения досрочных выборов руководителей администрации 2 районов объявили в республике. Так, жители Мирнинского района определят нового главу 28 ноября. Об участии в выборах на сегодняшний день заявили 5 человек. Также в текущем году главу администрации выберут жители Чурапчинского района. Депутаты районного совета на внеочередной сессии назначили дату выборов на 12 декабря. Кроме того, советы Алданского и Момского районов планируют провести собрание, где определят даты выборов глав своих районов.
Тем временем заработали стационарные участки переписи населения. С сегодняшнего дня переписчики начали ходить по домам и квартирам. Напомним, всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. На прошлой неделе жители страны получили возможность самостоятельно пройти процедуру на портале государственных услуг. Ну а сегодня в зданиях Почты России, кассах Энергосбыта и офисах МФЦ открылись стационарные участки. Всего по Якутии работают более 100 пунктов для переписи. Республика разделена на 276 переписных участков. По адресам начнут обход порядка 2000 человек. Красно-синий шарф, голубая жилетка, темная синяя сумка с символикой всероссийской переписи населения и планшет. Такие отличительные черты переписчика. Переписчик прописывает с помощью планшета, прописывает по факту проживания, никаких документов не требуется. Там вопросы могут быть самые элементарные, простые. Национальность может там, каким языком владеет, сколько человек проживает в семье и так далее. Участок автомобильной дороги НАМ в районе местности Усть-Хатын подрядная организация планирует сдать в следующем году. Работы идут с опережением графика. С чем это связано и что делают сегодня? Об этом в материале Дмитрия Тымырова. По классификации автодорог данный объект отвечает требованиям второй категории. Новая четырехполосная трасса практически уже готова. Это будет первая в регионе дорога с такой характеристикой. На большей части уже проложили второй слой асфальта. Объект у нас разделен на два этапа. Первый этап – это протяженность 3,3 километра и второй этап – 3,8. В настоящий момент подрядчиком заасфальтирован первый этап полностью и проводятся работы по установке опор освещения. И думаем, что до конца года полностью закончим эти работы. Под реконструкцию попало более 7 километров участка автомобильной дороги НАМ, начиная от городского округа Жатай. Работы ведутся с опережением. Об этом сообщает подрядная организация ЗАО «Дороги Саха». Работы у нас остались, по бордюрам остались работы. И барьерное ограждение тут и освещение осталось. Ну, в общем, почти дорога вся готова, и освещение осталось. Объект полностью планируют сдать уже в следующем году. В целом, Управление автомобильных дорог республики, считая этот объект капитальным строительством, занимается на 26 объектах. Из них крупными считаются участок дороги по трассе НАМ у села Хатырык-Намского улуса и капитальный ремонт дороги у нас в районе села Улахан-Ан Хангаласского района. Работы практически там завершены, асфальтовые работы завершены. Сейчас проводятся работы по благоустройству и до конца октября уже будут сданы в эксплуатацию. Помимо капитального ремонта, управлением ремонтируются участки таких автодорог, как Умнас, Нам, Хатасы, Амга, Набар, Яна, Мюрю, Бетюн, Уолбабулун, Харбалах и Аймякон. Всего по окончании дорожного сезона планируется сдать свыше 221 километров автодорог республиканского и межмуниципального значения. Дмитрий Тымыров, Павел Никифоров, Григорий Охлопков, Якутск. Идем далее. Потенциал развития отрасли сжиженного природного газа в Якутии обсудили на круглом столе в Москве. Подписано соглашение о сотрудничестве между компаниями «Газпром Недра» и научно-производственное объединение «Северо-Восточный альянс». Стороны планируют создать совместное предприятие на территории Якутии. Его главная цель – вести геологоразведку и изучать недра республики. В части развития инфраструктуры малотоннажного потребления СПГ в республике партнером выступает группа компаний «Генерация». Она планирует открыть СПГ-хаб в районе села Амга для автономной газификации близлежащих объектов. Подписана дорожная карта по развитию концепции предполагаемого проекта. Бизнесмен Александр Тертычный планирует открыть в республике оздоровительно-термальный комплекс с бассейнами с минерализованной водой. По его словам, в России создадут примерно 50 оздоровительных объектов. Приобрели участок площадью 1 гектар в подмосковной Балашихе. Там идет стадия проектирования. Также подписали соглашение о строительстве подобного комплекса в Якутии. По словам Александра Тертычного, комплексы с концепцией исцеления, с уникальными оздоровительными программами, помогающими не только физическому, но и эмоциональному преображению посетителя, пока не имеют аналогов в России. Возвращаемся в наш регион. Ужин, ночлег и стоянка для автомобилей под видеонаблюдением. Новая точка придорожного сервиса открылась на федеральной дороге Колыма. Наш корреспондент в Усть-Нере Светлана Поцелуева подробнее.
При въезде в поселок появилось новое здание. Вывеска гласит: «Через дорогу шиномонтаж». Посетители не заставили себя долго ждать. Кафе на дороге – это обязательно нужно. Это удобно, во-первых, для дальнобойщиков. Это нужное дело, и в первую очередь люди рады, то, что на дороге есть где остановиться, покушать и отдохнуть. Чистый обеденный зал вместит и большую группу туристов, и просто желающих пообедать. В меню блюда восточной кухни. А на кухне... Говорят, лучший повар – мужчина. Постоянно тут кушаем. Нам нравится вкусная еда. Очень вкусно готовят, нормально все. А самый вежливый водитель междугороднего такси выразил пожелание побыстрее обустроить такое же кафе на Кубиме. Здесь нормально. Только цена дорогие. Цены дорогие? Конечно. Бензин 68 стоит. Такая цена. Страшная цена. Уставший водитель найдет здесь и ужин, и ночлег, и стоянку для своего автомобиля под видеонаблюдением. Гостиница на 2-м этаже. Вполне комфортно здесь останавливаться. Можно даже поесть что-то, помыться, все, что нужно для того, чтобы комфортно пожить. В принципе, все чистенько, хорошо. Развитие сети придорожного сервиса должно сделать работу дальнобойщиков и автопутешественников более комфортной. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Арктические районы Якутии до конца года получат спортивные площадки для выполнения комплекса ГТО. Их построят по нацпроекту «Демография». Речь идет об Абыйском, Ганабарском, Оленёкском и Верхнеколымском районах. Такие площадки состоят из прочного резинового покрытия с установленным комплектом уличных тренажеров. Среди них силовые и кардиотренажеры на все группы мышц, гимнастические скамьи, шведские стенки, рукоходы, помосты для сгибания и разгибания рук, турники и различные тренажеры для испытаний рывка гирь и прыжков в длину. К этому часу это вся информация. Увидимся чуть позже.